Комплексное благоустройство набережной реки Чебью. Именно с этим проектом Ухта вошла в число победителей федерального конкурса. Для «Жемчужины Севера» эта река, словно петербургская Нева, проходит через всю черту городской застройки. А сам район будущего благоустройства граничит с новыми микрорайонами, где сейчас активно ведется строительство жилых домов. Да и начало проекта уже положено. 28 февраля мэрия и газовики подписали договор на выполнение работ по благоустройству набережной. «Газпром» Трансгаз Ухта обязался выделить 450 миллионов рублей. Городу оставалось найти еще 150, и вот теперь значительную часть этой суммы покроет грант. Власти республики не сомневаются, всего через 2 года ровно столько отведено на реализацию проекта. Конечный результат приятно поразит не только жителей самой «Жемчужины Севера», но и всей республики. Я не сомневаюсь, что вся республика будет ему завидовать, но это будет хорошая работа, которую «Газпром» Трансгаз Ухта видит как подарок и республике, и себе. Лучший подарок для нас – это благополучие республики. Я здесь не кривлю душой, поэтому, конечно, не из-за здания мы начали ремонтировать эту набережную, а лишь обусловливался выбор места, да, приложения усилий. Понятно, что целесообразность, значит, эта набережная выполняет функцию будет выполнять функцию не только для прогулок, для отдыха, для выгула собак, которых там больше, чем людей иногда. Вот, а именно как транспортную составляющую, потому что у нас действительно там город разделен, скажем, кто Ухту знает хорошо, я думаю, понимает, о чем речь. Пока здесь нет полноценного пешеходного движения. Между тем, это перспективная часть города. Так, неподалеку некоторое время назад были сданы новостройки по программе переселения из ветхих и аварийных домов. И вот теперь к этим многоэтажкам будут выложены не только аккуратные дорожки, а целая парковая зона. С этой целью сделано, понимая, где будет развитие города на перспективу. Это как раз вот этот 5-6 микрорайон города Ухты, насколько я помню, там 4, 5, 6. Вот это как раз новый микрорайон Ухты. И понимая, значит, что надо, скажем так, вот, историческую часть города связывать, да, с этим новым микрорайоном, и выбрана была точка приложения. Но с точки зрения действительно там амбиций, название набережных газовиков. И мы, естественно, мириться не могли с ее сегодняшним состоянием. Вместо пустыря мы хотели сделать что-то стоящее, отмечает на пресс-конференции генеральный директор газового предприятия. И проект в итоге действительно выглядит амбициозно. Благоустроены будут целых 2 километра. Значительную часть работ проведут уже в этом году. Это реконструкция территории от проспекта Космонавтов до нового пешеходного моста, который будет построен недалеко от Ухтинского технического лицея. В этом месте начинаются электрические сети, и они будут перенесены под землю. Работы по демонтажу воздушной линии уже начались. Этим занимаются специалисты Ухтинской мэрии. Еще одна бригада приступила к вырубке кустарников на берегу. А вот здоровые раскидистые деревья будут сохранены. Их аккуратно впишут в новый облик побережья. Стилистически вся эта территория будет в одном стиле с элементами коми-орнамента, но при этом четко разделена на зоны. Ближе к дороге идет следующее. Это роллерная дорожка. И крайняя к дороге уже будет велосипедная дорожка, полностью все подразумевает. В том числе, значит, там уже вот есть проект уже готовый, который прошел экспертизу. Там подразумеваются и детские площадки. Малые города России – конкурс, организованный Федерацией для малочисленных территорий. Участников, в зависимости от количества населения, разбивают на 5 категорий. Всего на гранты в этом году претендовало свыше 400 проектов. Ухте пришлось конкурировать, в том числе с курортным Геленджиком и несколькими населенными пунктами быстро развивающегося Татарстана. И тем не менее, комплексный подход ухтинцев впечатлил конкурсную комиссию. Ведь финал из 180 проектов номинации, в которой выступала Ухта, было отобрано всего 17 проектов. Магомед Османов на встрече с журналистами заявляет, теперь город должен вернуть себе гордое звание «Жемчужины Севера». Он потерял его еще в непростые 90-е. И вот теперь у муниципалитета, благодаря градообразующему предприятию «Газпром» Трансгаз Ухта и федеральной программе, появилась возможность вновь заявить о себе не только как о промышленном центре Коми, но и городе, в котором просто приятно жить. Любовь Лапина, Мария Кацова, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.